найдешь ты душу. Это кто сказал? Сказка дверь свою открыла, завертела, закрутила. Что же будет впереди и куда должны прийти? На пороге приключений ждут их все. Без исключений герои спешат узнать ответ. Вернется к жемчужинам свет или нет? С давних-давних времен люди рассказывают сказки. Про волшебные приключения и опасные путешествия, про загадочные леса и подводные королевства, про злых волшебников и добрых фей. С каждым поколением сказок становилось все больше и больше. Так, через много-много лет люди создали сказочный мир. Веками и люди, и сказки жили в дружбе и согласии, но однажды все изменилось. Люди забыли, что значит быть честными и добрыми, и благородными. И в их мир пришли ложь и страдания, раздоры и войны. Человечество было обречено на скорую гибель. Тогда волшебный мир призвал всех своих жителей. Чудесные существа были благодарны людям за свою страну и долго думали, как спасти своих создателей. Были изготовлены 7 артефактов, 7 волшебных жемчужин. В каждую жемчужину заключили одно из важнейших качеств, утраченных человечеством. Благодаря своему волшебству 7 жемчужин спасли человечество, но их сила не вечна. Сказочный свет меркнет, и миру людей снова грозит опасность. С тех пор каждые 365 лет на Земле открывается тайная комната, портал между мирами. Но лишь избранные, мудрая дева и храбрый воин могут попасть в сказочный мир и вновь наполнить жемчужины волшебным светом. Началось! Время пришло! Время пришло! Пора зарядить жемчужины! Дети открыли комнату. Я кое-что принес, на всякий случай. Куда это мы попали? Может, это и есть первая сказка? И здесь нам нужно вернуть силу первой жемчужине. А как ее вернуть, эту силу? Смотри внимательно. Может, где-нибудь найдутся подсказки? Подсказки, подсказки. А где их найти? Странное местечко, да? Тебе не напоминает все это музыкальные инструменты? А еще кажется, будто этот лес запутался. Ага, в паутине какой-то. Или в собственных струнах. Точно. Вот почему здесь так тихо. Сейчас мы это исправим. Ну-ка, что тут у нас? Постой, Ром. Я думаю, тут лучше ничего не трогать. Фу! В музыкальный лес попали, что ли? Скорее отправляй меня к ним! Сейчас, все будет. Си, ре, соль, фа, ми, ре, до. Это зелье или не то? До, ре, ми, фа, соль, а, си. В сказку нас перенеси. Что ж так долго-то?
Ты что, забыл, как в прошлый раз с шаманом получилось? Я же сказала, ничего не трогать. Для чего тогда здесь столько музыкальных инструментов? И все молчат. Может, с тем, кто на них играл, что-то случилось? О, труба. Ну, разок-то потрубить можно. Я ничего не вижу! Уберите это! Уберите! Она у меня в волосах! Ром! Зулейха, осторожнее! Кыш! Кыш! Жемчужина! Стой! Куда полетела? А ну верни нашу жемчужину! Зулейха! Жемчужину украли! Очки! Мои очки! Уф, целые. Побежали скорее! Ее надо догнать! Странная сова в шапке. Кажется, я ее уже где-то видела. Роман, это же домовой! Ага. А зачем он тогда украл у нас жемчужину? Смотри, по-моему, он хочет нам что-то сказать. А где жемчужина? Зулейха, ты ее видишь? Вон она! Я нашла ее! Молодец, Зулейха! Что там за шум? Рома, будь осторожен! Ничего себе! Надо его освободить. Что это? Не бойся, я рядом. Кто вы такие? Что вы делаете в нашем лесу? Хулиганы! А ты сам кто такой? Это ты запутал лес? Ничего я не путал. Я делаю струны. Лес-то музыкальный. Хотел помочь хозяину леса, крылатому тулпару. Но когда я помогаю, все путается. Ну вот, видите, теперь лес молчит. Я один не могу распутать тулпара. Не расстраивайся. Мы постараемся тебе помочь. А давай сошьем из твоей паутины занавес. Сделаем сцену и устроим настоящий концерт. У вас же музыкальный лес. Раз паутинка, Два паутинка. и воцарилась вокруг красота. Сцена возникла, а рядом кулисы. В орнамент тюльпана сплелись неспроста. Тюльпан символично цветет. Орнамент татарский идет в переплет. Тюльпан символично цветет. Орнамент татарский идет в переплет. Как красиво! У нас получилось! Ура! Ура, получилось! Премного благодарен. И ты, паучок, молодец. Но со струнами больше так не усердствуй. Как величать наших спасителей? Меня зовут Зулейха, а это Роман. Очень приятно, Тулпар, покровитель поэтов и музыкантов. А почему конь-покровитель? Тулпар не поддается дрессировке. Я не осел, что ходит за морковкой. На зов не каждого я отзовусь, и потому любимец зовусь. У каждого свое умение есть, но у талантов вовсе их не честь. Куплеты или стихотворение, неважно, было бы вдохновение. Духовность обрести желая, мне золотые горы обещают. Не в золоте найдешь ответ, его в нем не было и нет. Запомни, что всего важней сокровища души твоей, и засияет яркий свет, и вы узнаете ответ. Рома, смотри, жемчужина засветилась. Так вы наследники жемчужин. Вы исполнили предначертанное. А теперь разгадайте загадку и вернетесь обратно.
Так, загадка. Как там было? Умеешь слушать, найдешь ты душу. Я поняла. Душа — это же музыка. Значит, наша жемчужина — это душевность. Вот значит, как она работает. Сказку вы смогли спасти и загадку разгадали. Музыку в душе своей очень быстро отыскали. Ну и сказочка. То лес музыкальный, то конь крылатый. Да еще и дымовой в сову превратился. Это же сказка. В ней все что угодно может случиться. Удачи! Тьфу. Это не так-то и просто по сказке летать. А что там было-то? Рассказывай. Представляешь, я из трубы жемчужину в лапы и полетел. Орел,